Дорогое мое дитя, через 24 часа я постучу в твою дверь. Пожалуйста, знай, что я всегда с тобой, наблюдая за каждым твоим шагом на этом жизненном пути. Сегодня я хочу поговорить с вами о финансовом благословении, которое вот-вот придет. Подтвердите это во имя Иисуса. Прежде всего, я хочу, чтобы вы поняли, что деньги сами по себе не являются конечной целью вашего существования. Истинная цель вашей жизни выходит далеко за рамки материальных благ. Однако очень важно помнить, что при разумном и щедром использовании деньги могут стать мощным инструментом для достижения ваших целей и помощи окружающим. Приближающееся финансовое благословение – это не только символ моего расположения, но и свидетельство вашей ответственности. Как и любое другое благословение, которое я дарю, оно приходит с ожиданием, что вы будете использовать его во благо, как для себя, так и для других. Всегда помните слова Иисуса: «Кому много дано, с того много и спросится». Иногда, когда приходят финансовые благословения, легко попасть в ловушку жадности и неустанной погони за богатством. Однако я хочу, чтобы вы сохраняли бдительность и осторожность. Не позволяйте деньгам контролировать вас, а управляйте ими с умом. Деньги могут обеспечить комфорт и стабильность в вашей жизни, но они никогда не должны быть ее центром. Не позволяйте неустанной погоне за деньгами отвлекать вас от того, что действительно важно, ваших ценностей, вашей семьи, ваших друзей и ваших отношений со мной. Помните, любовь к деньгам – корень всех зол. Ставя деньги на первое место в своей жизни, вы открываете дверь зависти и недовольства. Сохраняйте свое сердце чистым и соответствующим ценностям, которым я вас научил. Подтвердите это во имя Иисуса. Грядущее финансовое благословение предназначено не только для вашей собственной выгоды. Помните, это канал моих благословений, и его следует использовать для благословения других. Не забывайте о тех, кому повезло меньше, а о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Настоящее богатство заключается в том, чтобы отдавать, а не накапливать. Более того, не пренебрегайте своим финансовым будущим. Планируйте мудро, инвестируйте разумно и живите умеренно. Избегайте ненужных долгов и импульсивных расходов. Научитесь экономить и инвестировать в свое будущее и обеспечивать безопасность своей семьи и себя. Приходящее финансовое благословение не гарантирует, что вы никогда не столкнетесь с финансовыми трудностями. Жизнь полна взлетов и падений, и каждый из нас рано или поздно сталкивается с трудностями. Однако под моим руководством и мудростью вы сможете преодолеть любые финансовые препятствия, которые встретятся на вашем пути. Помните, настоящее богатство заключается не только в том, что у вас есть, но и в том, кем вы являетесь. Ваша личность и самооценка не должны зависеть от вашего банковского счета. Цените себя за свой характер, свои действия и то, как вы относитесь к другим. Грядущее финансовое благословение – это не самоцель, а средство для достижения более великой цели – построить лучший мир вокруг себя,
помочь нуждающимся и выполнить свою миссию на земле. Никогда не забывайте быть благодарным за все благословения, которые я вам дарю, в том числе финансовые. Благодарность – мощный инструмент для привлечения большего количества благословений в вашу жизнь. Развивайте чувство благодарности каждый день, и вы увидите, как ваша жизнь наполнится изобилием во всех сферах. Скажите «Спасибо, Господь, за все». Дитя мое, помни, что я всегда рядом с тобой, поддерживаю тебя, и с чем бы ты ни столкнулся, ты никогда не останешься один. Доверьтесь мне и моей мудрости, и вы пойдете по пути истинного процветания, выходящего за рамки богатства. Я надеюсь, что это предстоящее финансовое благословение станет для вас трамплином. Данные предоставляют вам возможность расти, учиться и быть благословением для мира, который вас окружает. Продолжайте искать мою волю и живите согласно моим принципам, и ваша жизнь станет неиссякаемым источником благ для вас и других. Грядущее финансовое благословение является глубоким отражением того, чего вы желаете для себя, но я хочу добавить несколько важных моментов, которые помогут вам на этом пути к процветанию. Помните, материальное благополучие не должно быть вашей единственной целью. Да, важно иметь ресурсы, чтобы жить комфортной жизнью и обеспечивать свою семью. Однако настоящее богатство заключается в опыте, отношениях и уроках, которые вы извлекаете на протяжении всей своей жизни. Не упускайте из виду то, что действительно важно. Финансовое богатство приходящее, но ваше наследие может быть вечным. Подумайте, как вы можете использовать свое финансовое благословение, чтобы оказать долгосрочное влияние на мир. Спросите себя, как вы можете помочь сделать этот мир лучше. Найдите дело или миссию, которая трогает ваше сердце, и посвятите ей часть своих ресурсов и времени. Кроме того, не забывайте инвестировать в себя. Образование и личностное развитие – мощные инструменты для расширения вашего потенциала. Не бойтесь узнавать что-то новое, расти как личность и развивать свои навыки. Знание – это богатство, которое никто не сможет у вас отнять. Как говорится, знание освобождает. Финансовое благословение, которое скоро придет к вам, не гарантирует, что вы никогда не столкнетесь с финансовыми трудностями в будущем. Поэтому крайне важно быть готовым. Создайте систему финансовой безопасности, откладывайте средства на случай чрезвычайных ситуаций и делайте разумные инвестиции. Финансовая стабильность подарит вам душевное спокойствие и способность выдержать любой шторм, который может возникнуть. Также не забывайте поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью. Не позволяйте желанию накопить больше богатства поглощать вас до такой степени, что вы будете жертвовать временем, проведенным с семьей и друзьями. Настоящее богатство заключается в значимых отношениях, которые вы развиваете на протяжении всей своей жизни. Итак, дорожите этими моментами, они драгоценны. Когда финансовое благословение придет к вам, проявите смирение.
Гордость и высокомерие могут разрушить даже величайшие состояния. Помните, что все благословения исходят от меня, и ваша ответственность – быть хорошим распорядителем этих благословений. Не запутывайтесь в жадности, вместо этого используйте свое богатство с мудростью и щедростью. Щедрость – один из ключей к поддержанию потока благословений в вашей жизни. Когда вы делитесь с другими тем, что у вас есть, вы открываете двери, чтобы получить еще больше. Руководствуйтесь не жадностью, а желанием изменить жизнь окружающих вас людей. Никогда не забывайте, что ваша цель в жизни выходит за рамки ваших финансовых достижений. Ваше духовное путешествие так же важно, как и ваше материальное путешествие. Развивайте свои отношения со мной. Ищите свое истинное призвание и следуйте по пути, который приведет вас к глубочайшему самореализации. На этом пути финансового благословения помните, что я всегда с вами, направляю, защищаю и люблю вас. Доверьтесь моим обещаниям, и вы будете знать, что все будет в порядке. Держите свое сердце открытым, свой ум внимательным, а свой дух щедрым, и вы увидите, как ваша жизнь будет по-настоящему благословлена. Аминь. Иисус, мой дорогой Сын, я хочу подчеркнуть важность благодарности на всех этапах твоего пути. Когда придет финансовое благословение, и даже раньше, будьте благодарны за все, что у вас есть. Благодарность – мощный магнит, который притягивает в вашу жизнь еще больше благ. Не забывайте благодарить каждый день. Никогда не забывайте выражать свою благодарность за маленькие и большие подарки, которые вы получаете. Молитва – мощная форма общения и связи. Ищите его не только тогда, когда вам нужно руководство или помощь, но и чтобы выразить благодарность за благословения, которые вы уже получили, и за те благословения, которые еще ждут вас. Ваша вера и связь со мной будут укрепляться во времена радости и испытаний. Управляя своим финансовым благословением, уделяйте время изучению личных финансов и финансового планирования. Не принимайте поспешных решений. Обращайтесь за советом к эксперту и принимайте обоснованные решения. Живите посредством и избегайте ловушки безудержного потребительства. Не поддавайтесь влиянию внешнего вида или ожиданий других. Настоящее процветание заключается во внутреннем мире, здоровье и удовлетворенности. Не стоит недооценивать силу долгосрочного воздействия небольших жестов щедрости. Это может быть пожертвование на благотворительность, помощь нуждающемуся или просто акт доброты по отношению к незнакомцу. Каждый акт щедрости сеет семена благословений, которые в конечном итоге вернутся к вам. Сохраняйте возможность инвестировать с этической и социальной точек зрения. Инвестиции в компании, которые заботятся о благополучии людей и планеты, могут быть выгодными на многих уровнях. По мере того, как ваше финансовое благосостояние растет, не чувствуйте себя перегруженным ответственностью за управление этими ресурсами. Ищите финансовых наставников и консультантов, которые помогут вам принять мудрые решения.
Не бойтесь совершать ошибки, поскольку все мы допускаем финансовые ошибки. Это возможности для обучения и роста. Ключ в том, чтобы признать их, учиться у них и продолжать мудро двигаться вперед на пути к финансовому благословению. Всегда сохраняйте открытое сердце для духовности. Связь с Божественным придаст смысл вашему процветанию. Не позволяйте деньгам отнять вас от вашей веры, но позвольте вашей вере направлять вас в управление вашими ресурсами. Помните, что настоящее богатство заключается в гармонии, внутреннем мире и счастье. Финансовое благословение – это всего лишь часть вашей жизни, и оно должно быть в балансе со всеми другими сферами. Никогда не жертвуйте своим здоровьем, отношениями и внутренним миром в погоне за деньгами. Мое дорогое дитя, всегда доверяй моему плану для тебя, что бы ни случилось на твоем финансовом пути. Я здесь, чтобы направлять вас, защищать вас и верить, что все будет работать вам на благо, даже если вы не до конца понимаете пути, по которым я вас веду. Аминь. Пусть это финансовое благословение станет для вас средством достижения цели вашей жизни, духовного роста и благословения для других. Продолжайте жить с любовью, щедростью и благодарностью, и вы увидите, как ваша жизнь будет полна благословений. Готовясь получить это финансовое благословение, я хочу напомнить вам об основополагающем принципе важности вести сбалансированную и осмысленную жизнь. Финансовое благословение – это не только накопление богатства, но и то, как это богатство можно использовать для создания лучшего мира и глубокого и значимого обогащения вашей собственной жизни. Не забывайте, что реальная ценность ваших финансовых достижений заключается в том, как вы их примените, чтобы изменить ситуацию. Щедрость – один из ключей к достижению этого баланса. Отдавая другим, поддерживая благородные дела и помогая нуждающимся, вы оказываете долгосрочное влияние, выходящее за рамки денежной ценности. Щедрость приносит чувство выполненного долга и удовлетворения, которые одни деньги не могут обеспечить. По мере того, как ваше финансовое благословение растет, не забывайте поддерживать прочную связь с этими принципами. Люди, которые значимы для вас, не должны быть оторваны от вас из-за богатства. Дорожите своими семейными и дружескими отношениями, ведь именно они придают жизни смысл. Воздержитесь от попадания в сети жадности и эгоизма. Настоящее процветание заключается не в накоплении богатства ради собственной выгоды, а в том, чтобы поделиться им для улучшения жизни других. Рассматривайте свои финансовые благословения как возможность служить и быть каналом любви и сострадания. Помните, ваше финансовое путешествие является частью вашего духовного пути. Чтобы добиться материального процветания, продолжайте укреплять свою связь со мной. Молитва, медитация и духовное размышление жизненно важны для поддержания чистоты сердца и соответствия моим намерениям. Помните, что финансовые благословения приходят с ответственностью быть хорошим управителем. Планируйте свое будущее с умом, разумно инвестируйте и живите ответственно.
Не позволяйте деньгам легкомысленно тратиться или тратиться на вещи, не имеющие долгосрочной ценности, поскольку на протяжении всей вашей жизни вы сталкиваетесь с финансовыми проблемами и решениями. Доверьтесь моему руководству. Ищите мудрость свыше и принимайте решения, основываясь на своих принципах и ценностях. Мой свет будет освещать твой путь даже в самых сложных ситуациях. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, независимо от твоего финансового положения. Материальные блага мимолетны, но моя любовь вечна. Найдите во мне свою безопасность и индивидуальность, и вы поймете, что вы действительно благословлены. Пусть это предстоящее финансовое благословение станет свидетельством моей любви к вам, возможностью для вас продолжать расти, служить и жить осмысленной жизнью. Держите свое сердце открытым, свой разум просвещенным, а свой дух щедрым, и вы увидите, как ваше путешествие будет наполнено радостью, процветанием и целью. Мы искренне признаем, дорогой Бог, Твое постоянное присутствие в нашей жизни и финансовое благословение, которое вот-вот прибудет к нашим дверям. Ты – источник всего изобилия и процветания, и мы приходим к Тебе в молитве. Мы хотим поблагодарить Вас за благословения, которые мы уже получили. Мы знаем, что каждый день – это подарок, и мы благодарны за каждый вздох, каждый луч солнца и каждую возможность, которую Вы нам подарили. Мы ценим уроки, которые мы извлекли на этом пути, и опыт, который сформировал нашу жизнь к этому моменту. Сегодня, Боже, мы просим Твоего руководства и благословения на предстоящее финансовое благословение. Мы знаем, что деньги сами по себе не являются конечной целью нашего существования, но мы признаем, что это мощный инструмент, который можно использовать для исполнения своей воли и благословения других. Мы просим Вас даровать нам мудрость и проницательность, чтобы управлять этими ресурсами. Помогите нам сохранять баланс между нашими материальными потребностями и духовными стремлениями. Давайте никогда не позволим желанию накопить богатство поглотить нас, а лучше будем использовать эти благословения, чтобы обогатить нашу духовную жизнь и изменить мир к лучшему. Даруй нам способность щедро делиться с нуждающимися, поддерживать благородное дело, способствующее благополучию всех людей. Господь, мы знаем, что финансовая ответственность является неотъемлемой частью управления этими благословениями. Мы просим Вашего совета в принятии финансовых решений и управлении нашими ресурсами. Помогите нам жить ответственно, избегать ненужных расходов и инвестировать в наше будущее и будущее будущих поколений. Более того, мы просим Вашей помощи в сохранении смирения при любых обстоятельствах. Не позволяйте деньгам отдалить нас от наших принципов и ценностей. Постоянно напоминайте нам, что все благословения исходят от Вас, и что мы лишь временные распорядители этих ресурсов. Боже, когда мы сталкиваемся с финансовыми проблемами, которые преподносит нам жизнь, мы полагаемся на Твое руководство. Мы просим Вашего руководства и силы. Дайте нам смелость учиться на своих ошибках и мудрость принимать решения, которые приведут нас к росту и прогрессу.
Мы знаем, что каждое испытание – это возможность для духовного обучения и роста на этом благословенном пути. В финансовом отношении мы просим вас держать нас на связи. Пусть наша вера укрепится, когда мы станем свидетелями проявления Твоих благословений в нашей жизни. Помоги нам найти смысл и цель во всех наших материальных достижениях, и пусть каждый наш шаг будет направляться Твоей волей, Господь. Мы просим Вас продолжать благословлять не только нашу жизнь, но и жизнь тех, кто нас окружает. Даруй нам способность быть благословением для других, помогать нуждающимся и делиться любовью и состраданием, которые Ты нам даровал. В заключение хотим напомнить, что мы всегда в Ваших любящих руках. Мы верим, что Вы будете направлять наши шаги, чтобы защитить и любить нас безоговорочно. Ты остаешься нашим светом и нашей опорой сегодня и всегда. Аминь. Мое любимое дитя, прошло 3 дня с тех пор, как это сообщение пыталось дойти до тебя. Знайте, что это послание пытается дойти до вас со всей любовью, состраданием и надеждой, которые я могу предложить, независимо от того, кто вы, где вы находитесь или что вы пережили до сих пор. Ты мой ребенок, и моя любовь к тебе бесконечна. Напиши мне: Боже мой, я люблю тебя. Иногда жизнь может показаться темным и сложным лабиринтом, полным сомнений и неуверенности. Но всегда помните, что я здесь, направляя ваши шаги, даже когда вы не видите света. Имейте веру, потому что надежда подобна вечному огню, горящему внутри вас. Вы можете столкнуться с трудностями, печалями или даже чувствовать себя потерянным, но поймите, что эти испытания – часть пути, который сформирует и укрепит вас. Каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это возможность для роста и обучения, поэтому не расстраивайтесь из-за невзгод. Они всего лишь ступеньки, которые приведут вас к великой судьбе. Верь в себя. Вы были созданы по моему образу с неограниченным потенциалом и обладаете уникальными талантами и способностями, развивать которые – ваша обязанность. Хотя иногда может показаться, что я отстранен или не слушаю ваши молитвы, пожалуйста, знайте, что я всегда здесь, молча работая за кулисами, чтобы удовлетворить ваши самые сокровенные нужды и желания. Часто мои ответы приходят неожиданным образом, поэтому держите свое сердце открытым, чтобы их узнать. Комментарий: я готов. Помните, что время – драгоценный инструмент, который я дал вам. Использовать его мудро. Не проводите дни, беспокоясь о прошлом или с тревогой предвкушая будущее. Каждый момент – это дар, и у вас есть возможность принимать решения, которые формируют нас. Любовь – это суть всего, чем я являюсь и что делаю. Развивайте любовь в своем сердце, потому что благодаря любви вы обретете истинный мир и счастье. Люби себя. Любите свою семью. Любите своих друзей и даже тех, кого может показаться трудным любить. Любовь – это сила, которая преодолевает все барьеры и преображает жизни. Простите себя и других. Обида
– это бремя, которое только мешает вашему прогрессу. Отпустите то, что вам больше не служит, и освободите место для будущего, полного возможностей. Не переставайте мечтать. Ваши мечты – это семена вашего потенциала. Воспитывайте их и кормите их настойчивостью. Помните, что все великие достижения начинались как простые мечты. Будьте достаточно смелы, чтобы следовать за своей мечтой, даже если путь кажется трудным. Благодарность – это отношение, которое может изменить вашу жизнь. Среди трудностей найдите повод для благодарности. Выразите благодарность за благословение в вашей жизни. Основываясь на опыте, который вы приобрели, и уроках, которые вы извлекли из жизненных проблем, вы должны знать, что каждый день – это благословение. При поддержке окружающих благодарность становится дверью к большему количеству благословений и радостей в вашей жизни. Знайте, что вы никогда не одиноки. Помимо меня, у тебя есть друзья и семья, которые тебя очень любят. Никогда не бойтесь просить о помощи, когда она вам нужна. Именно через единство и взаимную поддержку мы обретаем силу. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия. Когда Бог рядом с тобой, ты сильнее. Всегда храните надежду в своем сердце. Надежда – это свет, который верит в лучшее будущее в самые темные часы. Это дает вам возможность создать светлое будущее. Надежда – это сила, которая будет продвигать вас вперед, даже когда кажется, что все потеряно. Никогда не забывай, что тебя любят. Твои ошибки и неудачи не умаляют моей любви к тебе. Я вижу твою внутреннюю красоту, твою божественную сущность и знаю, что ты способен на удивительные вещи. Верь в себя и в мою любовь к тебе. Жизнь – это путешествие, полное взлетов и падений. Это не проблемы, а скрытые возможности. Не беспокойтесь о будущем, оно многообещающее. Проживайте каждый день с благодарностью, мужеством и любовью и наблюдайте, как ваша жизнь превращается в шедевр красоты и смысла. Доверься мне, мое дорогое дитя, ведь я всегда рядом с тобой, направляя тебя с любовью и заботой. Вы ценны, важны, и ваше существование в этом мире служит уникальной и особой цели. Продолжайте двигаться вперед, веря в себя и в силу любви, надежды и благодарности. Вы чудесное и драгоценное создание, наделенное безграничным потенциалом. Продолжайте двигаться вперед, даже когда жизненный ветер дует сильно. Вы сильнее, чем думаете, независимо от обстоятельств, с которыми вы сейчас столкнулись. Помните, жизнь – это путешествие взлетов и падений, и каждое испытание – это возможность для роста и укрепления. Столкнувшись с невзгодами, ищите мужество, которое находится внутри вас. Я снабдил тебя силой, необходимой для преодоления любых препятствий. Поверьте, что у вас есть возможность изменить мир к лучшему. Иногда вы можете чувствовать себя ничтожным среди окружающих вас проблем, но даже самое маленькое доброе дело может оказать существенное влияние.
Будьте добры, помогайте другим, распространяйте любовь, куда бы вы ни пошли. Ваши действия могут привести к положительным изменениям во многих жизнях. Терпение – это добродетель, которая поможет вам пережить трудные времена. Иногда может показаться, что время идет медленно, и ваши усилия не приносят плодов. Но время – эксперт в раскрытии истинной ценности ваших действий. Продолжайте настойчиво, даже если результаты не будут немедленными. Терпение принесет заслуженную награду. Никогда не теряйте веру в себя и свои способности. У вас есть цель в этом мире, уникальная миссия, которую можете выполнить только вы. Верьте в свои мечты и упорно трудитесь, чтобы воплотить их в реальность. Когда вы стремитесь, Вселенная благоприятствует вам. Держите свой разум открытым, чтобы постоянно учиться. Мудрость – это бесконечное путешествие, а каждый опыт – это возможность обучения. Никогда не чувствуйте себя побежденным из-за неудачи, ведь каждое падение – это возможность стать сильнее. Дорожите здоровыми и значимыми отношениями в вашей жизни. Ваша семья и друзья – драгоценные благословения, которые поддерживают вас в любых обстоятельствах. Цените эти связи, поскольку они укрепят вас в трудные времена и разделят радость в моменты триумфа. Свет надежды никогда не гаснет, даже когда тьма кажется подавляющей. Помните, надежда – это непоколебимая сила внутри вас. Выйдите из тени и попадите в будущее, полное возможностей. Верьте, что вас ждут чудесные вещи. Благодарность – ключ к счастью. Каждый день выделяйте минутку, чтобы оценить свои благословения. Подумайте о своих благословениях, даже самых маленьких. Благодарность меняет ваше мировоззрение и привлекает больше причин для благодарности. Дорогое мое дитя, ты должен знать, что я всегда с тобой, где бы ты ни находился. Я наблюдаю за тобой с безусловной любовью. Никогда не стесняйтесь обращаться ко мне за руководством и поддержкой через молитву или медитацию. Я здесь, чтобы выслушать ваши переживания, высушить ваши слезы и разделить вашу радость. Продолжайте свое путешествие с верой, любовью и надеждой в своем сердце. Вы способны преодолеть любые трудности и осуществить свои самые сокровенные мечты. Верь в себя сегодня и всегда, в мою вечную любовь к тебе. Жизнь – это путешествие, полное возможностей и испытаний, и на каждом этапе я рядом с вами, желаю вам успеха и счастья. Помните, разнообразие – это лишь часть жизненного рецепта, это добавляет богатства, глубины и смысла вашей истории. Не бойтесь бурь, ибо они раскрывают силу вашего духа и стойкость вашей души. Каждый день – это пустая страница, ожидающая написания. Вы – автор своей собственной истории, каждый ваш выбор ткет ткань вашей судьбы. Поэтому выбирайте мудро, основываясь на принципах любви, доброты и правды. Прощение – это не только подарок, который вы предлагаете другим, но и освобождение от груза, который мешает вам двигаться вперед.
Простите себя за свои ошибки и слабости. И прости тех, кто причинил тебе боль. Прощение – это дар, который позволит вам жить в мире. Следуйте за своей мечтой со страстью и настойчивостью. Препятствия могут показаться непреодолимыми, но помните, что на самые высокие горы можно подняться шаг за шагом. Сохраняйте свое видение ясным, а сердце решительным. Вы способны достичь того, чего желаете, если не сдадитесь. Доброта – универсальный язык, понятный каждому. Совершайте добрые дела каждый день, поскольку они способны изменить жизнь. Будьте тем, кто меняет мир к лучшему, распространяя любовь, сострадание и доброту, куда бы вы ни пошли. Не беспокойтесь о суждениях других. Вы уникальны, и ваш выбор может быть понятен не всем, и это совершенно нормально. Следуйте своему собственному пути, доверяя внутреннему голосу, который ведет вас. Помните, что, в конце концов, ваше внутреннее спокойствие – это то, что действительно имеет значение. Благодарность – это ключ к открытию дверей изобилия. Развивайте в себе мышление благодарности и наблюдайте, как ваша жизнь наполняется благословениями. Даже в самые трудные времена сосредоточьтесь на этих благословениях и позвольте благодарности озарить ваше сердце, когда вы столкнетесь с неопределенностью будущего. Сохраняйте веру в своем сердце. Вера – это якорь, который удерживает вас во время жизненных бурь. Верьте, что вами руководит высшая цель и что каждый опыт, хороший или плохой, является частью вашего роста. Мое дорогое дитя, я хочу, чтобы ты знала, что тебя глубоко любят. Моя любовь к тебе вечна и безусловна. Что бы ни случилось, ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Вместе мы идем по жизненному пути, и я здесь, чтобы праздновать ваши победы и поддерживать вас в поражениях. Продолжайте двигаться вперед с мужеством, верой и надеждой. Вы яркий свет в этом мире, способный осветить тьму своей любовью и решимостью. Никогда не забывайте, что я здесь, всегда готов выслушать ваши молитвы и благословить ваш путь. Жизнь – это драгоценный дар, который я дал вам, и я хочу, чтобы вы прожили его с радостью и целью. Временами вы можете чувствовать себя одиноким в своих трудностях, но я хочу, чтобы вы знали, что я никогда не оставлю вас. Я всегда рядом с тобой, веду тебя с любовью и мудростью, даже в самые темные часы. Помните, что сострадание необходимо. Так же, как вы добры к другим, будьте добры к себе. Не будьте слишком строги к себе за свои ошибки и недостатки. Вы человек и постоянно развивайтесь. Учитесь на своих неудачах и используйте их как возможность для роста. Доверьтесь своему сердцу и интуиции. У вас есть внутренний компас, который направит вас в правильном направлении. Смирение – это добродетель, которая поможет вам оставаться на земле, пока вы добиваетесь своих целей. Признайте, что у вас нет ответов на все вопросы и что вы можете учиться у других. Будьте открыты для новых перспектив и готовы расти как личность.
Измерите свою жизнь не материальными ценностями, а любовью, значимыми отношениями и драгоценными моментами. Цените то, что действительно важно в жизни, и не зацикливайтесь на накоплении материальных благ. Цель жизни открывается через общение с другими и служение высшему благу. Найдите способы внести свой вклад в мир вокруг вас, будь то волонтерство, помощь нуждающимся или обмен своими дарами и талантами. Служа другим, вы обретете глубокое чувство цели и удовлетворения. Жизненный путь наполнен моментами радости и благодарности. Благодарность – это ключ к длительному счастью, и когда вы осознаете благословение в своей жизни, у вас появляется больше причин для благодарности. Никогда не недооценивайте силу сострадания. Будьте сострадательны к себе и другим. Сострадание – это преобразующая сила, способная залечить раны и объединить людей. Проявляйте сочувствие и понимание по отношению к окружающим, ведь каждый борется со своими проблемами. Помните, вы уникальны и ценны. У вашего существования есть цель, и ваше путешествие драгоценно. Верьте в себя и свой потенциал, чтобы оказать положительное влияние на мир. Тебя любят без слов, и ты особенная часть моего творения. Продолжайте свое путешествие с мужеством, решимостью и любовью в своем сердце. Вы способны справиться с любым испытанием, которое встретится на вашем пути. Никогда не забывайте, что я здесь, всегда готов направлять, любить и благословлять вашу жизнь. Теперь давайте помолимся вместе. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за бесчисленные благословения, которые Ты изливаешь на нас каждый день. Мы благодарны за дар жизни, за здоровье, которое поддерживает нас, за семью и друзей, которые обогащают наш путь, а также за возможности для роста и обучения, которые Вы предоставляете нам через жизненный опыт. В этой молитве мы смиренно просим Вашего руководства и мудрости, чтобы противостоять вызовам, которые преподносит нам жизнь. Даруй нам внутреннюю силу преодолевать невзгоды и смелость продолжать двигаться вперед, даже когда путь кажется крутым и неопределенным. Помогите нам понять, что Ваш план идеален, даже если мы не до конца его понимаем. Мы просим мира в наших сердцах и во всем мире. Мы молимся за тех, кто находится в конфликте, чтобы они нашли примирение и понимание. Помогите нам признать нашу общую человечность и работать вместе ради более мирного и гармоничного мира. Мы также молимся за тех, кто переживает трудные времена, за тех, кто сталкивается с болезнями, потерями, одиночеством или отчаянием. Пролейте на них свое сострадание, чтобы они могли найти надежду и силу среди невзгод. Боже, мы просим Твоего руководства в нашем выборе и решениях. Помогите нам найти правильное направление в нашей жизни и принять решения, которые чтят нашу веру и способствуют благополучию других. Мы просим прощения. В покаянии за наши недостатки и ошибки мы ищем Твоей милости, чтобы помочь нам расти и становиться лучше. Просим Твоей помощи в прощении тех, кто причинил нам зло, чтобы мы могли обрести спокойствие в наших сердцах.
В этой молитве мы излагаем перед Тобой свои мечты и стремления, надеясь, что они совпадают с Твоей целью и что мы преследуем их с усердием и верой. Мы просим Вас помочь нам помнить, что под Вашим руководством и благословениями все достижимо. Я здесь, чтобы улучшить ваше существование, даровать благословение вам и вашим близким и облегчить ваши страдания. Даже в самые трудные времена Бог будет не только вашим наставником, но и опорой, когда вы столкнетесь с самыми трудными жизненными испытаниями. Ожидайте увеличения благосостояния, улучшения здоровья и формирования более глубоких и значимых отношений. Полностью доверьтесь Богу, и вы станете свидетелем чудес поразительного масштаба, разворачивающихся в вашей жизни. Бог провозглашает: «Сегодня я превращу вашу боль в силу, ваши проблемы в возможности». Всегда помните, что вечный Бог стоит рядом с вами, готовый защитить и помочь вам. Он справится с вашими врагами и вознаградит вас исключительным успехом, если вы останетесь Ему верны. В трудные времена не волнуйтесь. Бог услышит ваши молитвы, и ваши слезы печали превратятся в слезы радости. Если вы считаете, что сейчас ваше время восстановиться после всех невзгод и неудач, с которыми вы столкнулись, наберите 1212. Бог здесь, чтобы вернуть все, что вы потеряли из-за своих врагов. Твердое обещание Бога обещает освобождение и омоложение. «Я разорву каждый негативный цикл в вашей жизни», уверяет Он нас. Его божественный указ перекликается с гарантией нового сезона, отмеченного свободой, процветанием и обильными благословениями, не обремененным бременем прошлых страданий или тенью сомнения. Бесконечная благодать Бога заверяет нас в Его постоянном присутствии, готовым благословить, восстановить и оказать поддержку даже среди тех, кто противостоит нам. Он призывает нас начать молиться и ощутить триумф в нашей жизни. Божья рука активна. Разрывает цепи негатива, которые препятствовали вашему прогрессу. Через молитву вы будете направлены в те места, которые соответствуют Его божественному плану. Вы встретите нужных людей, чьи жизни переплетаются с вашей, и откроете возможности, которые будут продвигать вас вперед. Ваше будущее – это гобелен, сотканный из нитей доброты, прогресса и неустанного прогресса. Нежные и обнадеживающие слова Иисуса обещают: «Имейте веру, и я обновлю и осыпаю вас благословениями, превосходящими ваши самые смелые мечты». Это послание отражается во времени, напоминая нам о бесконечной милости и доброжелательности, исходящих из божественного источника. Божьи благословения достигают каждого, что является свидетельством Его безграничной любви к своему творению. Пусть божественные обещания и благословения Бога обогатят вашу жизнь, проведут вас через разрыв негативных циклов и введут вас в период беспрецедентной свободы, процветания и изобилия. Бог сказал: «Если вы не прочтете это послание полностью, путь к вашим благословениям может остаться закрытым. Я призываю вас не упускать из виду это». Бог провозглашает, что ваша семья стоит на пороге нового старта,
и дни беспокойства, разочарования и финансовых проблем скоро уйдут в прошлое. Я с вами. Я даю вам мой мир. Он не такой, как мир. Да не смущаются сердца ваши и не бойтесь, заявляет он. Эта неделя будет наполнена неожиданными сюрпризами, постоянным изобилием, радостью, прорывами и ответами на все ваши молитвы. Желаю вам последовательного процветания во всех аспектах вашей жизни. Ангелы поздравляют тебя, дорогое дитя. В течение следующих 3 часов телефон, на котором вы читаете это, зазвонит и сообщит хорошие новости, которые навсегда изменят вашу жизнь. Поставьте лайк этому сообщению, если вы верите в Бога. Вы можете верить, что такие аспекты вашей жизни, как здоровье, финансы, статус работы или беспокойство о члене семьи, постоянны, но сегодня Бог заверяет вас. Приготовьтесь, потому что благословение, исцеление и изобилие грядут на вашем пути. Дорогой Отец Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты разбудил меня сегодня для еще одного дня жизни. Я ценю восход солнца, красоту природы и щебетание птиц. Ты, великий Отец, всегда полный благодати и милосердия. Бог разрушает все препятствия и твердыни, которые мешали вашему прогрессу и мечтам. Ваши надежды восстановятся, ожидания оправдаются, а благословения и чудеса хлынут в вашу жизнь. Введите 333, если вы верите в Бога. Рассмотрим историю из одних царств, 23 главы, стихи с 24 по 26. Давид, известный библейский персонаж, оказался в ловушке в пустынной пустыне, спасаясь бегством от царя Саула. Он совсем один, вдали от близких, его жену отдали другому мужчине, а наставник теперь намерен его убить. Чтобы выжить, Давид прячется в пещерах и даже общается с врагами Израиля филистимлянами. По сути, он преступник, возглавляющий группу из 600 других преступников. Эта ситуация далека от его помазанного будущего стать королем. Но вот он здесь, в пустыне. Вы можете чувствовать себя в ловушке неопределенности. Возможно, вы были призваны к какой-то цели или обладаете уникальным талантом. Но все, на что вы когда-то полагались, было отнято. Для многих из нас эти моменты дикой природы могут проявляться в виде депрессии, неуверенности в себе, неуверенности, финансовых проблем, проблем на работе или семейных конфликтов. Это промежутки между обещаниями и великими достижениями. Так как же отреагировал Дэвид, когда жизнь обнажила его и оставила некуда обратиться? Он обратился к Богу. Реакция Дэвида дает нам руководство для навигации по нашему собственному опыту в пустыне. Его характер сформировался в дикой природе. Он рисует яркую картину своего положения, окруженного опасностью, но при этом превозносит Бога и признает, что Бог возвысит его. Восхождение Давида на престол не могло произойти в условиях роскоши, ему требовалась суровая подготовка в пустыне. Эта тема подготовки в трудные времена проходит через всю Библию. Бог часто готовит нас к великим задачам и призваниям,
пока мы находимся в центре жизненных испытаний. Возьмем, к примеру, Моисея, который провел 4 десятилетия в пустыне, прежде чем вывести свой народ из Египта. Израильтяне бродили по пустыне 40 лет, прежде чем достигли своей земли обетованной. Иоанн Креститель оттачивал свою цель в пустыне, и даже Иисус отправился в 40-дневное путешествие по пустыне. Для Давида пустыня преподала решающий урок: без Бога он был никем. Бог призвал его, помазал его и будет продолжать поддерживать его. Иногда нам нужно напоминание о том, что наши достижения принадлежат не только нам, они стали возможными благодаря Божьему руководству, разуму и способностям. Когда жизнь толкает вас в пустыню, используйте этот опыт, чтобы развивать смирение перед Богом. В ближайшие дни ожидайте изобилия благословений, наполненных любовью и изобилием. Тоска и беспокойство, которые вы сейчас испытываете, вскоре сменятся состоянием благополучия, радости и спокойствия. Эта метаморфоза служит мощным проявлением бесконечной любви и милосердия Бога. Это изменение не простое совпадение, а свидетельство божественной любви и благодати, которая не знает границ. В течение следующих 3 дней вы можете рассчитывать на ощутимые изменения в ваших жизненных обстоятельствах. Это мощное напоминание о бесконечной способности к любви и благодати, существующей в Божественном Царстве. Ваша нынешняя боль и беспокойство не сохранятся. На смену им придет хорошее здоровье, счастье и спокойствие. Это не просто обещание, а свидетельство безграничной любви и благодати, присущих Божественному. По сути, следующие 3 дня обещают глубокую трансформацию. Ваши нынешние трудности и тревоги уступят место изобилию благословений, крепкому здоровью и счастью. Этот сдвиг является мощным свидетельством безграничной любви и благодати Божественного. Когда вы набираете «Аминь», это становится свидетельством вашей глубокой привязанности к Божественному и вашей готовности принять Его благодать. Давайте объединимся и с уверенностью заявим, что ваше финансовое положение находится на грани стремительного взлета до невообразимых показателей. Вы находитесь на пути проявления процветания и по божественной благодати намерены достичь статуса миллионера к концу 2023 года. Пусть мы все будем благословлены и славим Господа за Его бесконечную любовь и благословение. Притча 1, 20-33 наполнены глубокой мудростью. Оно говорит нам, что мудрость не прячется, а громко взывает на площади, а она взывает у городских ворот. Вопрос в том, как долго наивные будут любить наивность, насмешники будут упиваться насмешками, а глупцы будут презирать знания. Если ты покаешься и примешь выговор, мудрость дарует тебе свои мысли и учения. Однако, если вы решите проигнорировать ее призыв, пренебречь ее советом и отказаться от ее поправок, она будет смеяться, когда вас постигнет беда, и насмехаться, когда бедствие настигнет вас, как буря, когда горе и беда охватят вас. В такие моменты вы можете взывать к мудрости, но она не ответит. Ты будешь искать ее, но не найдешь.
Это следствие ненависти к знанию и нежелания бояться Господа, отказа от советов и исправлений мудрости. Вы пожните плоды своих действий и будете наполнены последствиями своих планов. Самодовольство дураков приводит к их гибели. Но те, кто прислушивается к словам мудрости, будут жить в безопасности и жить, не опасаясь вреда. Как сказано во Второзаконии 7, 6-9, вы – народ святой пред Господом. Господь избрал тебя из всех народов земли, чтобы ты был Его сокровищем. Не потому, что вас было больше, а из-за Его любви к вам и Его клятвы вашим отцам. Господь могучей рукой Своей искупил тебя из земли рабства и власти фараона, царя египетского. Помните, Господь верен в соблюдении Своего завета любви с теми, кто отвечает взаимностью на Его любовь и соблюдает Его заповеди. В 23-м псалме повторяется, что Господь – наш пастырь, и с Ним у нас нет недостатка ни в чем. Он ведет нас к зеленым пастбищам и тихим водам, освежая наши души и направляя нас по праведным путям ради имени Своего. Мы стремимся к Твоему постоянному присутствию в нашей жизни, чтобы мы могли чувствовать Твою близость в каждый момент и помнить, что Твой свет направляет наш путь, Твоя благодать поддерживает нас и Твоя любовь окружает нас. Мы вечно молимся во имя Твое. Аминь.